известный военкор Донбасса и поэтесса Анна Долгарева о том, почему Россия вечна, насколько не прочна нынешняя система и в чем не прав Владислав Юрьевич. Ну, то есть то, что мы живем в прекрасной стране, абсолютный факт. Мы живем в прекрасной и безумной стране, которая категорически не умеет сидеть ровно, что и порождает исторические коллизии уже которую сотню лет. У нас уже лет 10 не происходило никаких крупных потрясений и кризисов, и мы так удивились, что во весь голос закричали про стабильность, одни восхищенно, другие возмущенно. Слишком сильна оказалась привычка к обратному. Если брать с нижней точки экстремума, где-то в 90-х затерявшейся, то наша прекрасная страна сейчас гордо взмыла вверх, и, конечно, заслуг Путина в этом отрицать нельзя. История запомнит его как человека, который собрал страну из осколков смутного времени и, как минимум, присоединил Крым. Уже 10 лет ничего не рушилось с грохотом, даже наоборот, потихоньку росло благосостояние, ну туда-сюда, плюс-минус, ни шатко ни волко, но ведь скорее росло, это правда. Ах да, ведь Владислав Юрьевич писатель как раз и есть. Нет. Система власти в нынешней России вообще не выдерживает никакой критики. Достижения Путина во благо России, они, скорее, вопреки, чем благодаря этой системе власти. Путин был Путиным, когда присоединил Крым, и Путин был частью российской политической системы, когда не стал присоединять Донбасс. Если к тому времени не появится на политическом небосклоне личность такого же масштаба, а этой личности пока не видно. Такую личность могли бы выдвинуть российские левые. У них есть для этого все шансы. Запрос на левое движение в обществе силен и пока никак не реализован. Ну не за Зюганова же, прости господи, голосовать молодому российскому коммунисту. То есть за него все еще голосуют, но так, скорее выражая общую красную позицию, все равно президентом этот милый пожилой человек не станет, так хоть выразим симпатию к левому движению. Так вот, левые могли бы выдвинуть такую личность, но пока что левым российского политикума, кажется, ничего не дует. Они тоже считают Путина вечным. Этот самый глубинный народ завоевывал Сибирь, крушил гражданскую, бил немцев в Великую Отечественную, он не поддерживал ни царей, ни президентов, он был, есть и пребудет, он и есть сама Россия. И все попытки втянуть его в политические игрища – это рябь на воде.